Олег Несторович, что вы думаете о приезде Лукашенко в Абхазию? Это первый приезд главы Белоруссии в республику. Вы знаете, информация меня очень даже обрадовала. Это самое лучшее, что мы могли ожидать в последнее время. Конечно, Белоруссия – это состоявшееся государство, которое выдержало такой натиск. Это была настоящая агрессия, информационная, идеологическая, какое хотите. Государство, которое выстояло, государство очень организованное, экономически развитое, государство, которое сохранило экономический, социальный, политический потенциал. И сегодня это государство очень близкое к России, к нашему стратегическому партнеру. И, естественно, наше налаживание, наше взаимоотношение с Белоруссией, это отвечает самым злободневным интересам Абхазии. И, естественно, это нужно поддержать и приветствовать. А вот речь шла на встрече о развитии экономических торговых отношений. Пока речи о признании не было вот такой конкретики. Но как вы думаете? Не имеет, в конце концов, принципиального значения. Если в торгово-экономических отношениях мы вступаем с Белоруссией, вступаем официально, это уже, знаете, вообще первый шаг к признанию. Будут ли они признавать или не признавать, значит, не имеет значения. Самое главное, что мы с ними сотрудничаем на официальном, на межгосударственном уровне. Это очень важный фактор. Уже последовала, кстати, реакция Грузии. Посла Беларуси в Тбилиси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии. Как сообщило грузинское внешнеполитическое ведомство, причина – визит Лукашенко в Абхазию. Грузия выразила крайнюю обеспокоенность происходящим и потребовала от белорусской стороны дополнительных разъяснений. Ну вот видите, Грузия была довольна Белоруссией тем, что она до сих пор не признавала. И никаких таких встречных действий Белоруссия не предпринимала, да и мы тоже, собственно, не принимали. На гражданском уровне может быть, но на государственном уровне таких контактов между Абхазией и Белоруссией не было. Это впервые происходит в постсоветское время. А как вы считаете, вот каков потенциал экономический, торговый потенциал между нашими странами? Как мы можем в этом смысле сотрудничать с Белоруссией? Вы знаете, у Беларуси большой потенциал, тем более сравнительно с Абхазией. Белоруссия самодостаточная. У Беларуси сельское хозяйство сильно развито, промышленные предприятия сильно развиты, экономика развитая. А вы посмотрите, я не знаю, вы бывали или нет в Беларуси. Какой порядок, какая чистота, какая организованность общества. То есть это государство современное, отвечающее, еще раз повторяю, всем требованиям, предъявляем к современному государству. Хорошо. Так что у Беларуси большой потенциал. У нас есть интерес, да, в плане развития, развивать какие-то торговые, экономические отношения с Белоруссией. А вот конечно, в чем интерес Белоруссии? А что мы можем предложить? Конечно, нашу рекреационную инфраструктуру, которая, может быть, еще не развита на таком уровне, но в любом случае, я знаю, хорошо отдыхающих рекреантов, людей, очень интересует природа Абхазии. И с Белоруссией много у нас отдыхающих. Во время встречи Лукашенко с Асланом Бжани, вот я хотела бы процитировать Лукашенко, вот что он сказал. Главное, чтобы народ здесь жил достойно, потому что это райский уголок земли, а люди здесь святые. Вот такая интересная фраза от Лукашенко прозвучала. Как вы восприняли эти слова его про святых людей? Ну, знаете, конечно, все эти слова, они отвечают, еще раз повторяю, нашим национальным интересам. С Белоруссией, как мы с Россией связаны, и с Белоруссией тоже у нас такие отношения, и у них, у граждан Белоруссии к нам хорошие отношения. Ну вот этот процесс, мы же долго ждали Лукашенко в Абхазию. С Нового года, да, речь так неофициально шла о том, что, возможно, представители Белоруссии приедут в Абхазию, и мы как бы давно надеялись на это. Но почему, на ваш взгляд, это произошло сейчас? Ну, потому что
сегодня идет война на Украине, спецоперация на Украине. И причем военные действия там на стадии наращивания. И, к великому сожалению, мы с вами пока еще точно и четко не можем судить, каковы будут последствия этой военной операции. И в этих условиях интеграционные процессы на постсоветском пространстве чрезвычайно важны. Они ключевую роль могут играть. Такие интеграционные действия. Ключевую роль интеграционные процессы вот в вопросах безопасности. Да, конечно. Нам нужно включиться активно в интеграционный процесс на евразийском пространстве. И в первую очередь с Россией и Белоруссией, кстати. В первую очередь, потому что эти страны нам ближе. А может ли приезд Лукашенко свидетельствовать о том, что союзное государство, вопрос вхождения Абхазии в союзное государство решится в ближайшем времени? Знаете, я же что по этому поводу могу сказать? Это предмет обсуждения. Конечно, государство, мы сами по себе изолированно существовать не можем. Мы должны вступать в отношения с другими государствами, как суверенное государство. В межгосударственные отношения мы должны вступать. Хотим того или нет, потому что мы провозгласили себя государством. А государство изолированное никак быть не может. Оно должно иметь отношения с другими государствами. Здесь у нас, конечно, в этих условиях возникает у многих опасений, что мы свой суверенитет можем тратить. Дело в том, что вступая в отношения, не только между государствами, люди, когда вступают в отношения друг с другом, даже в рамках семьи, и то суверенность, конечно, уменьшается. Но люди так живут вместе. Разрозненно, в разрыве люди не живут. И государства тоже объединяются. Вы посмотрите, вон ШОС, Шанхайская организация сотрудничества. Какой блок, какой мощный интеграционный центр управления на Востоке создается. А это же очень важный фактор обеспечения безопасности в условиях нестабильного мира. Новые формы, новые союзы. Как геополитическое пространство сейчас меняется у нас на глазах? Естественно. Все меняется. Мы должны быть готовыми к тому, чтобы мир меняется. А мы можем остаться в изменяющемся мире, не изменяясь, остаться мы можем. Надо вспомнить и то, что в 1996 году на Совете глав государств членов СНГ именно Лукашенко высказался против экономической блокады. То есть Абхазию пока не признали, но еще в 1996 году именно он высказался против блокады. Да, он не подписал этот документ. Он единственный, кто не подписал этот документ. Хотя и не признавал Абхазию. Но этот документ не подписал. Но приезд Лукашенко в непризнанную пока ими страну, о чем тогда этот шаг свидетельствует? О ближайшем признании? Сейчас спешить с этим не будем и отвечать на этот вопрос не будем. Сейчас самое главное, что первая такая официальная встреча между двумя странами состоялась. Это очень важный фактор. А там сама жизнь покажет и докажет. Сама жизнь, признание, непризнание, включение в Евразийский интеграционный центр или не включение и так далее, это сама жизнь подскажет. Как наше сотрудничество, если это будет полезно взаимно и Белоруссии, и Абхазии, и России, тогда, конечно, возникнет вопрос о признании тоже. О более тесном сотрудничестве, понимаете? Сотрудничество это не есть шаг раз навсегда данный, окончательный. Это шаг, за которым должен последовать следующий шаг.